Программа «Интервью» в эфире телеканала БСТ. Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по собственности, земельным и имущественным отношениям. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в преддверии Дня знаний 1 сентября. Как готова Россия, как готова республика? Я как пионер, бывший председатель Совета отряда, отвечу следующим образом. Будь готов, всегда готов. Мы всегда готовы, как и партия ЛДПР готова к выборам всегда. И в связи с предстоящим Днем знаний я хотел бы поздравить всех ребят, всех родителей, всех педагогов с этим днем. Пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всем, мирного неба над головой. И, конечно, прекрасных, крепких знаний, которые помогут вам в вашей дальнейшей жизни. Учителям, конечно, хороших, добрых, отзывчивых учеников, а родителям терпения. Иван Константинович, я знаю, что вы следили за итогом летней оздоровительной кампании. Вот каковы ее итоги? Собственно говоря, по поручению председателя партии Леонида Эдуардовича Слуцкого мы проверяли качество детского отдыха в разных субъектах Российской Федерации. Я курирую 5 субъектов. И, конечно, Башкирия — это родная для меня земля, родная республика. И я здесь проехался тоже по республике, посмотрели качество детского отдыха. В целом все неплохо. Хотелось бы отметить лагерь детский оздоровительный «Зорница» в Благовещенском районе. И вообще в целом люди, которые занимаются детским отдыхом, это такой тяжелый труд, но мы видели по глазам детей, что этот труд получает серьезную отдачу. И вот эта «Зорница», там очень интересный опыт, очень интересные люди, которые занимаются детским отдыхом. И я все-таки хотел бы обратить внимание других представителей этого сообщества на опыт этого лагеря «Зорница». У них даже свои деньги там ходят, которые они печатают в Санкт-Петербурге. Понятно, это такие бумажки напечатанные. Уроки финансовой грамотности, спорт, все, то есть надо изучать, смотреть. Люди едут из других субъектов, в том числе с севера, и ребята отдыхают уже по 7 раз в этих лагерях. Лесная сказка, в Белебее хороший лагерь. Немного, правда, уставший фонд там. Это, в принципе, везде так. Поэтому где-то требуют реконструкции эти жилые корпуса. Это важно, конечно. Но в целом дети отдыхом очень довольны. А в Белебее, когда мы были в лагере, там вообще они использовали территорию лагеря под такое интересное событие. Они сделали пионерскую смену для людей 70+. То есть, где люди 70+ выступали в роли пионеров, а вожатыми и председателем совета дружины у них были дети. И они очень просили меня и главу района, чтобы в следующий раз эта смена длилась не 2, а 3 дня, потому что 2 дня это маловато. Но было видно просто по лицам этих людей, которые вспоминали свою молодость, испытывали какие-то жизненные переживания. И, собственно говоря, я уверен, что это очень положительно отразилось на их физическом и психологическом здоровье. Иван Константинович, если говорить в целом об итогах летних каникул, то статистика именно ДТП не оставляет лучшее, к сожалению. Я знаю, что фракция ЛДПР выступает с инициативами в этом плане. Да, большой проблемой являются электросамокаты. Понятно, что здесь, в Уфе и в Башкирии в меньшей степени, нежели в Москве. То есть я могу сказать, что меня прям рядом с Думой чуть не сбил 2 раза самокат, когда я выходил из машины. В Терешковую чуть не врезался самокатчик прям при мне, нашего первого женщину-космонавта. Поэтому, конечно, они представляют опасность. Более того, кто-то еще умудряется выпить перед тем, как сесть за руль электросамоката. Я вышел с предложением, чтобы люди, которые лишены прав, не имели права брать самокат на прокат. Соответственно, не представляли такую большую опасность. Конечно, качество дорог
это тоже очень сильно влияет на количество ДТП, в том числе на количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Ну и, конечно, хотелось бы здесь обратиться к родителям, которые покупают своим детям, которые не достигли совершеннолетия, транспортные средства, в том числе транспортные средства большой мощности. Мы все были свидетелями трагедии, которая произошла буквально на днях, когда мальчик 12 лет на питбайке на дороге развил скорость более 100 км в час, совершил ДТП, в результате которого погиб. И мы видели это видео, страшное видео на самом деле, которое я рекомендую посмотреть всем родителям, на котором отец, склонившись над телом мальчика 12-летнего, которому он, кстати, подарил питбайк на день рождения, на 12 лет, буквально за несколько дней до этой трагедии, просил у него прощения, поздравляя его с днем рождения. Конечно, родителям соболезнования, но другие должны задуматься о том, что все-таки нельзя так бездарно подходить к здоровью детей. Более того, мы вот встречаемся постоянно с людьми, общаемся. Выяснилась такая интересная вещь, что люди зачастую предпочитают даже, вот стоит выбор, питбайк там, квадроцикл какой-то. То есть бывают бэушные квадроциклы и питбайки, соответственно, цена у них там не такая большая, 30 где-то, там 40-50 тысяч. Они предпочитают покупать вместо смартфонов вот эту технику, не понимая, что эта техника представляет угрозу жизни и здоровью их детей. Ну и других, в принципе, участников дорожного движения, ну и просто движения. То есть можно просто врезаться в пешехода. Такие истории тоже были. И вот не так давно тоже было ДТП, там 2 женщин сбил самокатчик. Вот, поэтому здесь в первую очередь, конечно, надо задуматься родителям. А мы со своей стороны подумаем, как все-таки решить этот вопрос с питбайками. Потому что количество вот таких случаев, в том числе со смертельным исходом, ну, очень высоко, к сожалению. Во-первых, люди не думают, даже шлемы детям не покупают вместе с этими средствами техническими. Ну и во-вторых, ну какие-то нужны еще ограничивающие меры. Мы понимаем, что поднятие штрафов для родителей, ну это, наверное, все-таки не решение проблемы. Надо все-таки здесь подходить комплексно, в том числе к вопросу продажи данных средств вот, людям, которые зачастую покупают детям такие средства передвижения на праздники, ну, на дни рождения. Вот итог. Это недопустимо, потому что вырастить ребенка, вы сами знаете, чего это стоит. Ну и потеря ребенка для родителей, ну это даже трагедией не назовешь. Поэтому такого рода практику надо прекращать, будем заниматься. И сейчас занимаемся, думаем, как решить эту проблему. Иван Константинович, предстоит осенняя сессия. Расскажите, какие планы на нее? Ну, я хотел бы начать с того, что мы не прекращаем помогать участникам СВО. Не так давно мы направили груз нашим ребятам из Башкирии. Вот недавно они получили, мы получили в свою очередь благодарность. Да. Спасибо тоже нашему депутату Курултая Рамилю Шарипову. Вместе мы отправили не так давно этот груз через фонд «Плечом к плечу». Очень удобный механизм, которым может воспользоваться каждый. Получаешь заявку от бойцов, отправляешь в фонд «Плечом к плечу», получаешь адекватные цены, список, можете проверить. Цены даже ниже где-то там, где-то такие же, как на Озоне, где-то позиции есть те, которых вообще вы не найдете. И, собственно говоря, отправляете деньги, а фонд уже передает это бойцам по назначению. Получаете видеоотчет о приеме передачи. Очень удобно. Ну и отметить хотелось бы нашего волонтера фонда «Плечом к плечу» Полину Дудко, которая духовно поддерживает наших ребят, читает стихи. Она уже получила, не побоюсь этого сказать, общероссийскую известность. Ездит по госпиталям, поддерживает наших ребят, поддерживает семьи участников СВО, что немаловажно. Вот мы недавно также провели акцию «Собери ребенка в школу».
Собрали детей, 3 детей, участника специальной военной операции, в школу, обеспечили всем необходимым. Ну, желаем успехов в учебе, ну и, конечно, вернуться живым со специальной военной операции, как, впрочем, и всем нашим ребятам. И очень коротко, что касается осенней сессии. Осенняя сессия, знаете, то есть, как я сказал уже, начнется с того, что мы будем заниматься искусственным интеллектом, мы будем заниматься домашними заданиями детей. Мы слышали популистскую идею наших коллег об отмене домашнего задания, но мы, общаясь с детьми, все-таки пришли к выводу, что отменять домашние задания нельзя. Возможно, следует уменьшить нагрузку и, конечно, посмотреть, где, может быть, эта нагрузка должна быть, а где ее не должно быть, чтобы дети все-таки чувствовали себя комфортно, не перегружались, но в то же время получали именно необходимые им знания. Иван Константинович, еще вопрос. Вы говорили, еще до эфира мы с вами обсуждали вопрос, что существует новое течение подростков, да. НИНИ, если не ошибаюсь. Да. Достаточно странное, да, название, НИНИ, но я думаю, что такое достаточно опасное в целом название и течение, то есть, которое даже признали опасным в Организации Объединенных Наций. Это дети, объединение детей от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и, как у нас говорят, висят на шее родителей. То есть живут за счет родителей. Прикрываясь в том числе психологическими какими-то проблемами, говорят там, что у него голова болит, он не может ни учиться, ни работать, употребляют какие-то лекарства, может быть, даже. Конечно, вспоминая свое детство, мы понимаем, что мы прошли через много трудностей. Сейчас в гримерной я рассказывал, как ездил на тренировки в троллейбусе в минус 20, а в троллейбусе было минус 15. И через весь город ты едешь на тренировку, на плавание ранним утром, а в 8 тебе уже в школу. А эти дети, к сожалению, что из них получится? Поэтому проблема серьезная, такие движения надо прекращать. И, конечно, на это мы тоже обратим свое внимание с началом новой сессии. Иван Константинович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились теми планами, которые есть, предстоящим днем знаний. Надеюсь, что все сложится отлично. Спасибо. Спасибо, до свидания. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.